Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Мы продолжаем цикл передач, посвященных трудовым коллективам республики. И сегодня у нас в гостях Николай Афанасьевич Макаров, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия. Николай Афанасьевич, приветствую нас в студии. Здравствуйте. Спасибо, что приняли приглашение, пришли рассказать про свою работу, про свой коллектив. Ну и, конечно же, первый вопрос про хранителей истории. Сколько человек в вашей команде работают? Чем вы занимаетесь? Управление по охране объектов культурного наследия является исполнительным органом государственной власти, то есть он входит в систему органов власти республики, можно сказать, правительство. Есть такое понятие, как иные органы государственной власти, как и управление ветеринарией, управление архитектурой и так далее. Мы среди них. И нас 11 человек, то есть мы являемся самым небольшим коллективом органов власти в республике. Из них государственная служба республиканскую имеет 8 человек, 2 человека федеральных органов власти, ну и 1 привлеченный. То есть на сегодня вот такой небольшой, емкий коллектив, и я, например, уже 7-й год, полных 7 лет руковожу этим коллективом и считаю, что это самое оптимальное количество. Я думала, вас побольше. Но тут такой нюанс. Тысячную историю сохранять. Такой нюанс. У нас мы финансируемся через программу «Культура», там есть подпрограмма «Охрана культурного наследия», и что мне, может быть, нравится в своей работе, там нет финансов на мероприятия, на реставрацию и так далее. То есть все, что мы делаем, это привлеченные средства, то есть наших коллег, смежных программ, муниципальных бюджетов и так далее, и так далее. Я думаю, что для надзорного органа власти, какого мы являемся, это очень важно. То есть без сотрудничества с нашими коллегами из других органов, муниципальных органов, других бюджетных организаций у нас и ничего и не получалось бы. Но вашей командой проводится огромная работа по реставрации памятников, по реставрации объектов культурного наследия. Это делается на средства? Это благодаря целой системе по охране культурного наследия республики. Это музеи, с которым мы постоянно сотрудничаем. Главным образом это Сотинский музей дружбы, в селе Сотта, Усалданского района, Черкесский музей, постоянное сотрудничество. Ну и нашими коллегами из музея города Якутска, музея Ярославского, Северо-Восточного федерального университета, музея тоже. Это археологи, наши коллеги из Института гуманитарных исследований. Это члены общества охраны памяти республики, которые более 60 человек, краеведы республики, музеи республики. То есть они, хотя и не находятся в прямом подчинении от нас, но мы работаем в единой системе, в правовом поле, если можно сказать. И движение этой системы и приводит к каким-либо положительным результатам. И невозможно сказать, что только благодаря управлению охраны культурного наследия восстановлен такой-то объект. Это работа очень многих людей. Например, когда мы восстанавливали дом-музей Серго Орджоникидзе в городе Покровске, в прошлом году мы его открыли в июне, там, например, целые коллеги из Центрального совета охраны памятников Российской Федерации принимали участие, исполнительный коллектив «Единой России» принимал участие. Это только по России. Сам Григорий Эдуардович Орджоникидзе, правнук Серго Орджоникидзе, принимал участие. То есть это такой цикл мероприятий, такое количество людей, и мы благодаря правильно скомпонованной команде и получили прекрасно отреставрированный объект. Конечно, управление охраной культурного наследия имеет свою роль. Наша роль, в первую очередь, это надзорная деятельность. То есть мы следим, чтобы все было четко, правильно, нарушений, чтобы никогда не было, и любые правила, которые прописаны в федеральных нормах, исполнялись. Вплоть до самых маленьких мелочей. Ну, я так понимаю, до начала нашей программы вы сказали, что вы готовите свою личную такую большую работу, диссертацию, и в разные периоды
памятникам и к местам охраны объектов культурного наследия относились по-разному. Да, конечно, конечно. Охрана культурного наследия, оно не всегда было, вот, то есть неправильно, не всегда, был довольно-таки, до сих пор является довольно динамичным процессом. Это как живой организм. Меняются нормы, меняются требования, меняются люди, специалисты. И что можно сказать? Охрана культурного наследия, вот государственная охрана, что касается нашей республики, Якутской ССР, имеет давнюю историю примерно с 20-х годов. То есть ярко выражено, до этого было, но вот как государственная система начала работать с 20-х годов, когда был создан научной организации, когда работал на территории Якутии Гаврил Васильевич Ксенофонтов. Были разные времена, 30-е годы, когда был создан нынешний прототип нынешнего института гуманитарных исследований, института языка и литературы и так далее. Вот эта система постепенно переобретал опыт, постепенно разрастался, но изучая архивные документы, понимая, что вдруг из ничего систему охраны памятников невозможно создать. Это работа многих поколений ученых, архитекторов, краеведов и так далее. То есть ничего не появляется вдруг. Оно постепенно развивается, учится, опыт приобретается. И до сих пор мы набираем опыт. Вот сегодняшний день невозможно сказать, что система охраны памятников в Якутии установлена. Но к нам приходят новые специалисты, мы приобретаем новый опыт, открываем новые памятники, берем под охрану дома исторических личностей. И этот опыт продолжается. Я думаю, что следующее поколение хранителей наследия будет по-другому, немножко по-другому смотреть на те вещи, которые мы сегодня делаем. И по-другому будут анализировать. Поэтому в исторической науке есть такое понятие, как историзм. И вот главное, чтобы смотреть на эти вещи с глазами тех людей, которые жили в то время. Это очень важно, считаю. Ну, помимо из того, что вы, опять же, время требует, да? Закон требует, территории вы еще под охрану ставите все. С районами очень большая работа у вас проводится. Каждый раз там мы ваш телеграм новостной открываем, и приходят с большими инициативами сами районы. Горный улус, буквально на днях Амгинский улус был у вас. Да, мы одно из главных правил нашей деятельности, как я считаю, если инициатива поднимается откуда-то, с районов особенности, сразу нужно поддержать. Никаких, например, позиций, что подумаем, потом решим, не должно быть. Ты должен поддержать. Если люди приходят и говорят, вот нам нужно сохранить или увековечить то-то, то-то, нужно подумать, как это лучше сделать. Соответственно, это дает свои плоды, когда не все инициативы районов исполняются, к сожалению. Некоторые требуют очень много вложений, средств финансовых, некоторые имеют кое-какие сложности в реализации. Допустим, если объект находится очень далеко в горах, да, что в Верхоянском районе часто бывает, и так далее, как это можно реализовать, это очень сложно. А вот, например, Амгинский район, село Амис, администрация села Амис подняли вопрос реставрации оборонного амбара местности Бадамда. Да? Привлечением средств, спонсорских средств и так далее. И мы поддержали. И в этом году мы уже в ОПСе собираемся отреставрировать этот амбар. Это будет прекрасный объект. Мало того, мы еще хотим из него сделать, чтобы место проведения определенных мероприятий, чтобы он приносил пользу, не просто стоял пользу. Мало того, еще был понят вопрос реставрации дома, где жил знаменитый в свое время, до сих пор известный глава Додор-Кулуба. Прямо одиозная фигура, легендарная, не побоюсь этого слова, фигура, и хотят его отреставрировать. Он находится в местности Улумкёль, довольно далеко от села Амис, а я предложил его перенести рядом с амбаром Бадамда. И, честно говоря,
этот вопрос впервые мною был озвучен и пока не нашел поддержки. Но согласитесь, если мы бы отреставрировали этот дом не там, где мало кто будет смотреть, ну, местные, конечно, будут использовать, а перенести ближе к трассе. И так автоматически мы получили бы туристический такой комплекс. А там рядом еще и старинный дом Кюндугу Растырова находится. И мы получили бы фактически за относительно небольшие расходы такой хороший туристический объект. Но это зависит от местных жителей, поддерживать, не поддерживать. Особенность нашей работы. Старожилы, скажем так, местные очень не любят, когда переносят исторические дома. Это прямо у нас ярко выражено. Пусть стоит, пусть плохо выглядит, пусть разрушается, но это его место историческое, и не нужно его переносить. Мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом. И тут то же самое. Я не скажу, что право или неправо, но моя позиция их сохранить, и сохранить, насколько это возможно, чтобы они приносили пользу, чтобы их посещали. Ну, Аломкюль, он далековато, он туристической меккой стать, это будет вообще сложно, потому что люди посмотрят и подумают, ну, до туда мы не поедем. Но опять же, да, совершенно про правильно. такую одиозную личность хочется же посмотреть, в каком он доме жил. Да, притом этот дом не просто обыкновенный дом, он огромный в свое время. Прямо, если бы мы его восстановили, он бы стал бы прекрасным объектом. И Додор Кулуба, вот мне интересно стало, а почему такой большой дом по тем меркам, да, он очень высокий, прямо-таки широкий, а так Керетарде Ямбарде. И мне говорят то, что Додор Кулуба вообще был таким неоднозначным человеком. У него все было большое такое, нерядовое, и, соответственно, дом у него тоже является нерядовым, а таким огромным сооружением своего времени. Вот хотелось бы, чтобы побольше людей знали о такого рода архитектуре. Я думаю, что мы поработаем над этим, будем думать и убеждать местное население. Посмотрим. Ну да, со временем, мне кажется, они все равно согласятся, потому что в любом случае, ну, сохранить историю там будет сложнее, правда. Да, вот сегодня мы начинаем разрабатывать проект, чтобы несколько пересмотреть, откорректировать концепцию развития Сотинского музея дружбы и Черкесского музея. Каким образом? Если раньше концепция опиралась на проведение ремонтных работ на том месте, добавление штатных единиц, ремонт заборов и так далее, мы предлагаем сегодня вообще расширить их территории и со всей республики туда переносить наиболее ценные сохранившиеся памятники архитектуры. То есть продолжить расширение тех музеев. Мало того, укрепить эти музеи научными кадрами, снабдить лабораториями реставрационными и уже из них делать такие полноценные, возможно, даже научные учреждения, чтобы там же изучать, восстанавливать наши памятники архитектуры. Их осталось совершенно мало. Я помню времена в детстве своем, когда в каждом аласе, в каждом таком местечке стояли балаганы, серьги и так далее, амбар и так далее. Ничего подобного сейчас нигде нет. Редкий случай, когда что-то сохраняется. И очень хотелось бы, чтобы их вот совсем немного времени, и все полностью исчезнет. И мы хотим сохранить частички тех лет уже в рамках действующих комплексов. Потому что их сохранять на местах я перспективы, честно говоря, слабо вижу. А как их защитить от пожаров, от проезжающих людей, которые разные бывают, как их сохранить? А вот в музеях, да. Где вот тут, мне кажется, население, да, выступит, мне кажется, категорично против, потому Конечно, да. Мы это как это вы из Амгинского улуса в Татинский улус перевезете Лужикин до Кулуба Детин? Ну, тогда выслушаем, как они собираются его сохранять дальше. И будем уже полемизировать с каждым объектом. И если объекты бесхозные, как они могут, например, мне запретить его переносить? Ладно, если это чья-то собственность, уже не имеешь права переносить. А если объект бесхозный? Да, вот эти моменты будут нами изучаться. Согласитесь, это будет сложно. Я иллюзий не питаю. Возможно, даже в моем
нынешнем положении должности это не может не получиться, но мы должны видеть перспективу сохранения нашего наследия. Да, Мы должны видеть горизонты. Может быть, они несколько неправильные, могут быть, но мы должны говорить об этом, спорить об этом и, конечно же, принимать совместные решения в результате этих обсуждений. А молчать, делать вид, что все хорошо, я думаю, что это совершенно неправильно. Хорошо, тогда встречное предложение, эти Сотту Кейна-бар, Черкех-бар. Ну, давайте точно такой же комплекс мы построим на территории Амгинского улуса, и, может, территориально будет легче перевозить. Сейчас сагылсыгыны ты попытно. Так сагылсыгы уже действующие есть. Думаю, что это может прекрасно. Туда? Можно туда перенести. Другое дело, сагылсыгы, прекрасный комплекс был построен и отреставрирован памятник тамошний, дом Карманов, в 2023 году. И на сегодня я лично пока не вижу перспективы развития комплекса сагылсыгы. Соответственно, если мы найдем ответ на этот вопрос, а дальше как будем эксплуатировать этот комплекс, прекрасный комплекс на сегодня. Но рано или поздно любой комплекс нуждается в содержании, текущем ремонте, естественно, и как мы будем его решать. Если мы найдем ответ на этот вопрос, мы будем переносить на территорию Амгинского улуса. А если мы не можем решить вопрос по действующему комплексу, как мы собираемся решить по новому комплексу? Логический вопрос. Естественно же, если тут не можешь найти решение, тут в любом случае могут возникнуть проблемы. А вот в действующих музеях, Соттинце и Черкех, этих вопросов не будут стоять. Хорошо, окей. Это моя позиция. Хагаластар точно вам не дадут перевести туда. Ладно, окей, хорошо. Опять же, да, вот про сагылсыгы, там действительно все уже сейчас и отреставрировали, и поставили новый амбар, практически тех годов, да, сделали бар идентично. Но я так считаю тоже, да, туристическая Мекка, она пока вот такой центровой, она еще пока не получается. Может, это все-таки районы должны тоже, да, на местах начинать активизировать? По закону этим должны заниматься районы. И вообще, как содержать, кто будет там нести ответственность, как его ремонтировать, проводить текущий ремонт, как в конце концов, кто будет сено косить вокруг этих территорий, домов. Мы должны решать перед тем, как строить комплекс, а не после того, что построено. Вот. Поэтому на сегодня мы определенно надежду возлагаем на разрабатываемый у нас с движением первых проект, называется «Серебряное кольцо Якутии», по которому уже сейчас начали работы по созданию патриотических туристических маршрутов по памятникам каждого района. Каждый район должен иметь свой. Это движение первых идея. Мы поддерживаем. А эти маршруты потом будут комбинированы в один большой маршрут, который будет состоять, пока мы сделали список из 10 лучших памятников республики, которые получат потом статус одни из знаковых памятников республики, и будет туристический маршрут. Но тут, конечно же, это требует много нюансов, потому что основными посетителями, участниками этого проекта будут, конечно же, школьники от 11 до 17 лет. Соответственно, стоит вопрос обеспечения безопасности, вплоть до туалета, вплоть до мест питания, если надо, мест ночевки и так далее. Вот эти вопросы мы должны решить, и мы на сегодня этим занимаемся. Мы участвуем в гранте, дай бог, все у нас получится. И когда вот этот маршрут будет создан, мы постепенно из года в год хотим из него сделать постоянно действующие туристические маршруты, по которому любой желающий может обратиться, встать в план, и наши гиды, партнеры, не наши в собственном смысле слова, а партнеры будут их с экскурсиями, с лекциями обеспечить их посещение. Например, с Сагылсыга там довольно сложно доехать. Это нужно доехать до Абаги село, переехать речку, потом Амгу переехать, потом 3 километра как-то нужно добираться до Сагылсыга. Если маршрут будет создан, человек не будет об этом беспокоиться. Вот. В нормальном транспорте доехать до Амги, возможно, там искупаться, землянички и так далее, переехать реку, без проблем дойти до Сагылсыга. Там можно переночевать или что-то, да и так далее, и вернуться.
не потратив, например, много Мгм. средств, много сил. Сил. На сегодня еще подобного у нас пока нет, к сожалению. Ну вот если будет организовано, мне кажется, будет намного легче. Но вот сейчас мы уйдем буквально на 4 минуты рекламы и продолжим нашу беседу. Мы продолжаем нашу беседу с Николаем Афанасьевичем Макаровым, руководителем управления по охране объектов культурного наследия. И у меня следующий вопрос, Николай Афанасьевич, по масштабным археологическим раскопкам в Хаптагайском наследии Мегино-Кангаласского улуса на месте строительства Ленского моста. Они завершены. Мгм. Летом прошлого Поздравляю года, вас от всей души. да, Очень. завершены. Опять же, управление охраны культурного наследия. Тут роль была, чтобы проводить надзорные мероприятия. То есть мы следили за этапами и так далее. И, ну, конечно же, мы в первую очередь несем ответственность перед историей, ну, в конце концов, перед строительством Ленского моста и следить, чтобы еще и вовремя были работы закончены. И чем могли, помогали нашим коллегам-археологам под руководством Прокопьевой Александры Николаевны, научного сотрудника Института гуманитарных исследований. И много раз мы об этом говорили, и наш принцип работы, который постоянно повторяем, мы должны людям доводить, чем мы занимаемся. И максимально привлекали местное население. Все, кто приезжает в Хаптагай, всем рассказывали, что нашли, чем занимаются, в чем смысл. Сейчас выставка находок Хаптагая выставлена в музее Института гуманитарных исследований. Вы можете посмотреть. И самое главное, мы эту выставку вручим музею Мегино-Кангаласского района. 10 апреля будет проходить научно-практическая конференция, посвященная истории Мегино-Кангаласского района. Мегино-Кангаласский район – один из ключевых районов нашей республики, и мы там торжественно вручим все находки, которых несколько тысяч. И, пользуясь случаем, приглашаю всех заинтересованных принять участие на данной конференции. Будет очень интересно. Будут принимать участие все ведущие историки нашей республики. И что открывает вот этот комплекс раскопок, который мы проведены в Хаптагай, местности Хаптагай, села Хаптагай. Во-первых, там научные работы уже еще проводятся, будут уже научные статьи, и уже выводы есть. Вы можете убедиться, посетив выставку ИГИ или потом Мегино-Кангаласском районе село Мая 10 апреля. И там гончарное производство было очень развито, и при том было совершенно своеобразное. Для меня интересно было то, что были среди находок костяные, ну, естественно, мамонтовые кости и чороны, да, такое миниатюрное, тогда мне для этого интересно. А теперь немножко печальная такая сторона, если так можно выразиться, очень мало металлических изделий. То есть, если сравнить, допустим, то, что мы находили по улице Ярославского, раскопки проводились в 2020 году, в следующие годы по улице Чернышевского, Каландрашвили, там была масса металлических изделий. Монеты, кольца, кресты, орудия труда, ножи и так далее. Их должно было быть много. Тут очень мало. Какой вывод? Это дело рук черных копателей. То есть те люди, которые ходят с металлоискателями и лопатами, вроде бы безобидным делом занимаются, но они уничтожают историческое наследие. Соответственно, то, что они находят, не имеет абсолютно никакой ценности, но эти предметы будут потеряны для истории. Если бы черные копатели не так рьяно копали территорию села Хаптагай, мы бы там нашли массу монет, крестов, колес, украшений различных, орудий труда, ножи, топоры, ну, все предметы мы бы могли изучить быт полностью, чем они использовали, насколько они были богаты, в чем своеобразие, где больше всех накапливали, допустим, монеты, да, то есть это и какого этапа, эпохи, ничего этого, к сожалению, очень мало. Соответственно, еще раз мы должны убедить себя, что черное копательство — это очень вредное дело. И мы ведем борьбу. В свое время 3 черных копателей мы поймали, штрафовали. И эту работу мы должны продолжить. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы
столкнетесь с черными копателями, нужно будет сфотографировать их с лопатой металлоискателями и можете обратиться в наше управление. А мы уже займемся их поиском и справедливым наказанием. Ну, нашли же, да, место, где копать эти черные копатели? Они везде. Они везде, и мы прямо видим, где они копают, что они копают. Ну, догадываемся. Но самое печальное то, что они находят все равно бесполезно. Да, для них-то бесполезно, а вот история, для них это как, наверное, рыбалка, а для истории они это бесполезно. Они не фиксируют, они никому не говорят, копят у себя. И потом, допустим, если даже их где-то показать, а где они нашли? А кто их использовал? Какого этапа, да? И так далее. Вот это все уже будет потеряно. Ну, в любом случае, черные копатели-то, они, наверное, ищут золото, бриллианты, буллади. Да нет, у нас для них бриллианты. Я имею в виду, что для них-то вот эти вот они берут и выкидывают, наверное, всю историю практически, которая могла бы показать полную картину. Да. При том, если бы Хаптагай все это бы нашли бы, мы бы очень много узнали бы о наших предках. Вот. Ну, очень много вы нашли в хаптагайском наследии. Более 1000, по-моему, да? Несколько тысяч. Несколько тысяч. Ну, еще раз приглашаю посетить наши выставки, и вы сами посмотрите, насколько интересные находки. Ну, раз уж мы перешли к раскопкам, очень такой любопытный вопрос волнует меня, волнует и моих коллег. Археологи суеверны? Это один из таких ключевых профессий, который открывает очень много неизвестного истории нашей республики. Мало того, это некоторые этапы, особенно древние, только по археологии и изучается. Быт, предметы, искусство, быта и так далее. Соответственно, да, мы очень большое внимание должны уделить археологическим памятникам. По суевериям археологам мне говорят, что нет. Признаются, что если человек, допустим, Агасеттехта будет заниматься археологией, ему покоя не видать. Соответственно, в археологии идет человек, который может контролировать вот эти моменты. Да, сертом баратавар было, естественно, когда мы работаем с древними могилами, местами, где жили древние люди, когда восстанавливаем старые дома, когда изучаем священные места, которых поклонялись наши предки многие века и так далее, естественно, там нужно подойти подготовленно. И совершенно, допустим, без каких-то этих невозможно туда подойти. Соответственно, у меня есть традиция, у меня, у моих коллег, чтобы провести ряд обрядов. У археологов тоже есть, когда начинает работа, у некоторых есть, у большинства есть, но прямо уж пропускать все через себя, археологи говорят, что это непозволительно для них. А мы, когда восстанавливаем памятники старые, когда изучаем заброшенные этохи, старые дома, конечно, мы проводим. Мы должны быть очень осторожными. И даже, может быть, когда мы, особенность это я почувствовал, вот признаюсь первый раз, да, тем более в прямом эфире. Например, мы ряд лет назад изучали старые могилы Чурапчинского района. Прямо ходили по старым могилам, фиксировали, потому что это тоже является памятник шаманов, памятник знаменитых людей. И прямо чувствовалось, что как будто разрешает. Вот, признаю, что отторжения не было, испуга не было. Что бывает неудобно себя чувствую, когда посещаюсь кладбище и так далее. А тут такое было, что какой-то даже может быть легкость, что мы же плохого не делаем. Мы посещаем и изучаем эти территории с целью сохранить, защитить и так далее. И мы благим делом занимаемся. И я вот почувствовал, что мне разрешили изучать эти территории. Вот. Мне радостно стало. И до сих пор, когда работаем, я, например, искренне благодарен, что мне разрешили допуск к таким местам. Но это может, у меня такое ощущение, это очень много связано с такими
самоощущением, так что вот такое тоже есть. И бывают разные случаи, когда мои молодые коллеги рассказывали, что ощущали, что за ними ходят, да. Один раз было то, что даже, это в Мегино-Хангаласском районе было, один раз было даже такое ощущение было, что за ними гонялись, они прямо убежали отсюда. Когда восстанавливали Сагалсы, ребята, реставраторы рассказывали, что было постоянное присутствие, и в доме этих было. То есть, конечно, хватает. Мистика прямо да, на мистики грани. хватает, но мы с этим тоже должны считаться. Полностью игнорировать не получится. Да, я согласна. Все-таки это такая работа сохранения наследия. Не каждый способен этим заниматься, я считаю. Но это практически тоже же, да, вы работаете над сохранением, но всякое же может быть. Вторжение же. Это... Вот именно, кстати, перебью. Я думаю, что это не вторжение. Это исполнение долга. Каждое поколение должен защищать наследие своих предков. Мы не вторгаемся ни в какие владения, тем более не разрушаем и так далее. Просто мы исполняем свой долг. И последующее поколение, хранить наследие, будут заниматься этим. Соответственно, у них должен быть доступ к сакральным тайнам определенным. Этим, я уже повторяюсь, не каждый может заниматься, но мы обязаны этим заниматься. В любом поколении должен быть круг людей, которые берут на себя сохранение наследия. Это их долг, это, если даже можно выразиться, крест. Пришло ваше время. Как вот сейчас ваше время. Это мое время пока, да. Я уже 7 лет этим занимаюсь. И придет время, и вот эти дела вручу следующему поколению, и они уже будут решать, как их сохранить, что сохранять и так далее. С требованием их времени уже. Конечно, они будут смотреть на эти вещи с высоты своего времени. Сейчас, конечно, да, вот большая работа проводится, и вы же еще и не минуете арктические районы и северные районы. Да. Вот как раз то, что мы занимаемся движением первых, охватит в том числе и арктические районы. Например, Эветен-Бутантасский район, там у нас, к сожалению, ни одного объекта культурного наследия нет. Соответственно, если мы думаем о патриотическом маршруте по памятникам Эветен-Бутантасского района, мы должны изучить территорию этого района, что туда подходит. Сакральные места, память археологии, определенно памятники, посвященные Великой Отечественной войне, они должны войти. То есть это будет совершенно другой этап работы, когда мы заново будем каждый район изучать и вот именно акцентировать внимание к этим вопросам. И каждый район у нас имеет места и людей, которыми они гордятся. Вот именно, что каждый район, но это же на местах тоже и районы должны активизироваться. Конечно. Руководство района. Только с их участием, только по согласованию с ними. Вот, допустим, сейчас по археологии, опять же, в наших планах, например, проведение разведки территории Алданского района. Совместно арктическо-научно-исследовательских центров. Там в Алданском районе стоял один из первых острогов на территории Якутии, называемый Бутальский острог, и мы хотим его изучить. Соответственно, когда мы изучаем территорию Бутальского острога, мы уже будем изучать весь Алданский район, но постепенно. Мы, когда говорим о сохранении наследия, не должны говорить о одном годе или 2 лет, это должно быть десятилетие. Это поэтапно, бесконечно. Например, сегодня как раз встречались с представителем Хангаласского улуса, мы будем дальше брать под охрану священные места Хангаласского улуса, которых много. В прошлом году мы около 10 территорий изучили, в этом году эта работа будет продолжена. Настанет черед местности Яланка, будем изучать, где что находится, где жили там люди. Местности Кумактак, Малтаны, Үссерге, села Улаган, села Актемса и так далее. То есть будем продвигаться. Вот после 10 апреля обязательно станет вопрос изучения, взятия под охрану территории Мегино-Хангаласского района. Там на сегодня очень активно идет взятие в собственность частную территорию, в том числе без разбора. Там могут быть и старые могильники,
и места проживания древних людей. Все берется под частную собственность, а это не сегодня-завтра будет утеряно. Поэтому мы должны успеть изучить и наиболее ценные территории взять под охрану, чтобы они оставались и при территории изучения наших потомков. У вас, Амгинском районе идет уже который год довольно положительная динамика. Они заключили договор с Институтом гуманитарных исследований, и в этом году они собираются туда. Музей имени Ярославского и ИГИ будут проводить разведку территории у Салданского улуса уже комплексную. И каждый раз мы у них просим, чтобы они нам подавали заявки на взять под охрану определенных территорий. И я думаю, что к осени мы довольно-таки сильно продвинемся именно вот по Усалданскому улусу, Алданскому району, Амгинскому району, ну и Мигрин-Ханкаласскому в том числе. И сейчас мы смотрим с планами на территории Улюкнинского района. Там должны быть работы продолжены. Один из старых районов Республики Саха-Якутия. Да. Проект «Сохраним памятники», инициированный главой Якутии Айсеном Николаевым. Да. Уже какой год работает? 2000? Начали в 2019-м, нынче 7-й год. Уже 7. Восстановили 54 памятника за этот год. Неделю назад ко мне на прием приходили волонтеры из Сбера. Они пожелали восстановить один из памятников. Мы им дали на выбор. Они будут восстанавливать один из памятников Мархи, в селе Марха, близ города. Вышли на связь сотрудники руководства республиканского казначейства, тоже хотят принять участие в проекте «Сохраним памятники». Мы им дадим на выбор один из таких наиболее худших памятников, они сами выберут по своему. Вчера я был в селе Тумол в составе делегации по отчету правительства, и там посмотрели тоже памятники, там я пообщался с библиотекарями школьной библиотеки, Тумульской библиотеки, и договорились, что мы будем изучать исторические места тумульского наследия, и мы постараемся найти спонсора для восстановления одного памятника времен гражданской войны. Постараемся. То есть выбор дадим, а кто-то может выбрать тумульский памятник. То есть вообще трудовые коллективы, любые трудовые коллективы могут обратиться к вам и предложить: давайте мы восстановим памятник в рамках проекта Так и происходит. Отлично. Спасибо большое. Нам, конечно, 40 минут не хватило, чтобы все узнать о вашей работе, но я думаю, что это наша не последняя встреча, Николай Афанасьевич. Обязательно после конференции можно будет, встретиться, поговорить. В любое время к вашим услугам. Спасибо большое. Вам спасибо. До новых встреч, уважаемые телезрители, радиослушатели. Спасибо огромное, что вы сегодня были с нами. Продолжайте также оставаться вместе с нами, и до новых встреч.